Бордюр или лежачий полицейский, как ни назови, эта искусственная неровность уже давно является хорошей преградой для любителей быстрой езды, а также помогает снизить риск дорожно-транспортных происшествий. Элемент принудительного снижения скорости автомобиля порой не соответствует нужным стандартам и приносит ощутимый дискомфорт водителям. Но все же отсутствие искусственной неровности там, где она необходима, может привести к куда более тяжелым последствиям. Сломанный бампер, разбитая фара и осколки стекла до сих пор свидетельствуют о серьезной аварии, которая произошла на границе селений Барсуки и Плиева несколько дней назад. Очевидцы утверждают, что одна из машин буквально летела на большой скорости. Водитель просто не справился с управлением. Погибших нет, одного увезли в больницу. Местные жители полагают, ДТП удалось бы избежать, если бы на этом участке установили искусственные неровности. До реконструкции дороги они здесь были, но после ремонта почему-то заново не положили. Хотя этот участок известен своим опасным движением из-за крутого подъема. Пешеходный переход неподалеку, и без искусственных неровностей здесь точно не обойтись. В определенных местах лежачие полицейские вовсе неуместны. Очень часто жители сами устанавливают препятствия на дорогах, которые не соответствуют стандартам, и тем самым добавляют водителям головной боли в виде испорченного авто. Стоит ли говорить, что такие действия попадают под административную ответственность и грозят штрафом до 5000 рублей? Согласно требованиям ГОСТа, искусственная неровность не должна превышать высоты 7 сантиметров. При ограничении скорости до 40 километров искусственная неровность шириной должна быть до 58 сантиметров. От пешеходного перехода не менее 15 метров. Участки, где бордюры просто необходимы, территории рядом с образовательными учреждениями. Согласно новым требованиям, территории рядом со школой должны быть оборудованы специальным светофором Т7, дорожной разметкой, искусственной неровностью, а также обозначающими знаками. К примеру, на подъезде к 6-й школе Насыркорта все еще не позаботились о мерах безопасности. В отношении должностного лица, отвечающего за этот участок, дорожный участок, выписан протокол административного нарушения по части 1 статьи 12.3.4 КоАП РФ и выписано предписание для об устранении нарушений до 10 сентября. С начала этого года в регионе произошло более 180 ДТП, в которых 37 человек погибли и около 200 получили ранения. В ГИБДД подчеркивают, при создании всех условий для безопасности водителей и пешеходов удастся в разы минимизировать эти цифры. Михаил Тангиев, Марбек Миржоев, Новости 24.